Степень готовности повышенная. Меньше месяца осталось до начала учебного года. Родители активно готовятся к Дню знаний без перерыва. И в выходных работают книжные магазины и палатки с канцелярией. Традиционный школьный базар развернулся в центре города. На Комсомольской площади на 4000 квадратных метров развернут свои шатры более 140 предпринимателей и организаций. Блузки, костюмы, канцелярия, рюкзаки – это далеко не полный перечень того, что можно найти на школьной ярмарке. Ярмарка, она подразумевает под собой как рынок, который ему 2000 лет, и поэтому можно поторговаться. И в конце сезона, и в середине всегда предприниматель может уступить, и очень хорошо. Что в магазине в принципе нельзя сделать, потому что там цены фиксированы, если определенные акции или скидки нет. Да? Здесь всегда можно поговорить это. На сегодняшний день еще есть недостроенные палатки, но подготовка к торговле идет полным ходом. Тем не менее, на ярмарке уже достаточно много родителей с детьми-школьниками, а также старшеклассников. Но пока все присматриваются без спешки и берут по минимуму. Как дорого собрать ребенка в первый класс? Еще пока не знаем. Мы давно уже были в первом классе, поэтому разница большая, не знаю. Из-за санкций некоторые поставщики канцелярских принадлежностей подняли цены, а другие и вовсе ушли с российского рынка. Так сколько же стоит собрать ребенка в школу в текущем году? Стандартный набор принадлежностей в школу на год, состоящий из тетрадок, ручек, простых карандашей, альбомов для рисования и пенала, в прошлом году обошелся бы в 1035 рублей. В этом году отмечается рост цен, и итоговая сумма на аналогичный набор составит 1440 рублей. Но не стоит забывать и о школьной форме, сменной обуви и рюкзаке. Например, ценовой диапазон портфеля для первоклассника обширен от 1500 до 8000 рублей. 8000, они там уже идут, там уже и папочка идет, и пенальчик идет, и мешочек для сменки идет. Закупочные цены выросли, да. Но мы стараемся по старым ценам работать, потому что, время такое. Стоит отметить, что в этом году на ярмарке можно будет принять участие в различных концертах, розыгрышах и презентациях. В их числе и благотворительная акция «Собери ребенка в школу», в которой каждый может внести свой вклад. Совместно собранные школьные товары передадут школьникам из многодетных семей. Также будет организован сбор школьных принадлежностей для школьников Верхоянского района, пострадавших от половодья. Валерия Наумова, Артем Алексеев, Якутск.